Глава региона бросил перчатку профессиональному бойцу. Ни в российском спорте, ни в российской политике такого еще не было. В спортивном мире пошла такая мода. Все, кому не лень, вызывает Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать. И этот вызов стал настоящей сенсацией. Это сейчас очень сильно обсуждается. Мне уже не первый, кто позвонил, кто это рассказал. Схватка на ринге, которую обсуждают даже в кабинетах на Охотном ряду. Планируют приехать на матч многие из политики, в том числе из депутатов Государственной Думы. Всю неделю пресса ждала подробностей. Тему боя подняли даже на ежегодной пресс-конференции главы Чечни. Рамзан Кадыров отшутился. Если клуб Ахмат там, или Лига, там, ICE, там, или Федерация бокса хорошо заплатит нам, а вперед, заработаем деньги. Но сохранил интригу. Я занимаюсь спортом, и не сомневаюсь, что я выиграю, Проиграть точно не хочу, Так неужели политик-тяжеловес и профессиональный боец действительно могут выйти на ринг? Если Рамзан решил, Рамзан сделал. Если он сделал такое заявление, значит, этому быть. И Саше Емельяненко нужно начинать готовиться. Потому что Время пошло. Время пошло, это радостная неизбежность. А что же Емельяненко? В эту пятницу его тренировка началась в 8 утра. И вот она, маленькая сенсация. В интервью Центральному телевидению боец обращается к Рамзану Кадырову. Пожалуйста, Рамзан, готовься. Назначай число, назначай время, назначай дату. Я готов приехать в любую точку и провести бой. Дело за тобой, Рамзан. И это вызов, который глава Чечни вряд ли оставит без внимания. Бой обязан состояться и обязательно в Грозном, считают эксперты. Пока точное место проведения поединка неизвестно, но специалисты уверены, готовиться к нему Рамзан Кадыров точно будет в стенах Колизея, в залах бойцовского клуба «Ахмат». Кстати, еще в прошлом году здесь же тренировался и Емельяненко. Вот это тот самый зал, где Рамзан Ахматович и Александр Емельяненко тренировались вместе. Это бойцовский клуб «Ахмат». Они проводили здесь спарринги. Эти кадры совместных тренировок сделаны в то время, когда Емельяненко выступал за чеченский клуб. В этих же стенах состоялось и первое противостояние бойца и главы Чечни. Рамзан Ахматович. Вот Александр Емельяненко держит на спине 3 человек. Через несколько дней Рамзан Кадыров ответил удержанием в планке уже 4 бойцов Ахмата. Александр! Рамзан Ахматович, вы утерли мне нос. В упражнении планка. Я снимаю перед вами шляпу. Но почему зал пуст? Почему глава Чечни в поте лица не готовится к решающей схватке? В этот день он на Госсовете в Москве. А вообще-то, говорит Асланбек Бадаев, не пропускает ни одной тренировки. На вопрос, какой сюрприз Рамзан Кадыров приготовил противнику, рассказывает о его фирменном ударе. Рамзан Ахматович очень хорошо бьет право в разрез именно в туловище. Это очень жесткий удар, он сбивает дыхание и меняет планы. Обычно подготовка к поединкам такого уровня занимает 4-5 месяцев, но план на бой готов уже сейчас. Разведывательная работа намечается на бой с Рамзаном с первых секунд. И впоследствии его ждет моя атака. Тем временем в бойцовском сообществе активно обсуждают шансы соперников. На дальней дистанции будет иметь преимущество Александр. Он тяжелее, у него длиннее руки. И, здесь Рамзану Ахматовичу будет сложно. Я считаю, что явный фаворит Александр Емельяненко, но Рамзан Ахматович точно из тех людей, которые умеют удивлять. На витрине спортивных достижений депутатов Госдумы главные трофеи, призы за футбольные и шахматные турниры. Ну а в эти дни на Охотном ряду обсуждают только бокс. Рамзан Кадыров, конечно, человек подготовленный, но все-таки у него основная работа другая. Хорошо, если они выйдут на ничью. Виталий Милонов категорически не согласен с коллегой и ставит на главу Чечни. Шансы Рамзана Ахматовича не меньше, чем у Емельяненко. У него, самое главное, внутри есть такой запал, но уж-то может надрать, дай бог. Золотой голос единоборств Александр Загорский уже репетирует анонс участников боя. Дамы и господа, представляю вам соперников. И первым бойца в синем углу. Встречайте, Александр Емельяненко!
Емельяненко! А вот и его соперник в красном углу ринга. Фотон Рамзан Кадыров! И Дмитрий Шевченко! Впрочем, нет, от молота и наковальни, чтобы не оказаться между ними, лучше держаться подальше. Дмитрий Шевченко, Дарья Семеняк, Александр Карлов, Закир Анцаров, Олег Браночников и Иван Малышкин. Центральное телевидение.